нас есть меморандум о взаимопонимании по вопросам реформы милиции, подписанный между ОБСЕ и правительством Республики Татарстан в 2011 году. В соответствии с этим меморандумом существует 4 источника для финансирования программы реформы милиции. Первый – это постоянный бюджет ОБСЕ организации. Второй – это временные, они называются XB проекты. И третий вид – это вклады правительств стран-доноров. И четвертый – это вклад самого правительства Республики Татарстан. Ежегодно ОБСЕ выделяет порядка, допустим, в прошлом году было 250 тысяч евро, в этом году уже 410 тысяч евро выделено. И если мы также будем дальше идти вот такими успешными шагами, то, естественно, бюджет будет расширяться. Сам величина взноса зависит от стран-доноров. Поэтому мы не можем сейчас точно вам сказать, сколько будет в будущем, допустим, в следующем году. Но мы каждый раз составляем совместно с МВД заявку, которая передается в секретариат ОБСЕ, и на основании нашей заявки они утверждают на бюджет. Вот за это я говорю, что на этот год порядка 400 тысяч евро мы предусмотрели. В том числе для вот этих общественных советов, которые сегодня здесь собрались, у нас запланировано 75 тысяч евро израсходовать. Это ремонт 6 кабинетов для общественных советов, оснащение их оргтехникой, компьютерами и, соответственно, поддержка работы данных советов в будущем. Вот, чтобы вот так приглашать их, проводить для различных совещаний, заседания, там, выездные заседания, круглые столы. Вот на это все у нас запланировано 75 тысяч евро в этом году. Наш бюджет у нас идет, можно сказать, даже не тройной контроль, а идет 4 вида контроля. Первая страна, которая выделяет нам бюджет, допустим, вот, Норвегия выделила на общественные советы, мы им обязательно в конце года отправляем отчет. Они читают этот отчет, если есть необходимость, здесь есть представитель, допустим, МИДа Норвегии, он приезжает, может спокойно проверить все документы, которые мы представляем, финансовые документы. Второе, что идет, допустим, контроль. Это контроль, у нас тоже есть финансовый департамент в самом ОБСЕ, они тоже проверяют все бумаги. Тут самый простой пример, допустим, вот сейчас мы хотели фотографии сделать для удостоверений, но наш главный бухгалтер сказал, что такой статьи не предусмотрено, частники должны сами заплатить за свои фотографии, чтобы получить удостоверение. Мы сейчас объявим, скажем, вы извините, по 4 самона должны каждый заплатить, чтобы сделать фотографии. Третий вид контроля, к нам приезжает аудит каждый год. Аудит секретариата ОБСЕ, независимая компания, которая нанимается секретариатом ОБСЕ, это третий вид контроля. И четвертый вид контроля – это МИД. Наша Республика Татарстан, мы ежегодно на встречах отчитываемся перед республикой, куда были израсходованы деньги из бюджета. Поэтому, например, я не знаю, у нас даже такое правило есть, наличкой практически мы не работаем. Все идет через расчетные счета. Абсолютно никаких этих нет. Вы знаете, вот здесь, допустим, сейчас представитель есть, который написал заявление, Рустам Гулов. Вот мы разговаривали и с ним, беседу вели. И этот предмет, который он написал, открытое обращение к президенту, к генеральному прокурору, министр, например, рассмотрел на коллегии, которая у нас была, квартальная коллегия в Министерстве внутренних дел, он там даже привел этот пример. Он сказал, вам не было дано такое указание людей вести и насильно сбривать. Вам сказали, что проводить профессиональную работу, если у кого-то неопрятная внешность, кто-то одет так неопрятно, что с ним просто надо поговорить и с ним проводить беседу о том, что он как себя должен вести, если он в обществе находится. А не так, чтобы хватать, вести и сбривать бороду. Поэтому, конечно, есть, не знаю, там, если слышали такое, в 1937 году говорили, перегибы, везде, наверное, есть перегибы. Кто-то неправильно понял, кто-то это сделал. Работа проводится. Кстати, в отношении заявления Гулова Рустама, министрам дано поручение провести служебное расследование по данному факту. Сейчас в настоящее время у нас служба внутренней безопасности проводит проверку. Вот общественный совет, из скольких членов он состоит? Мы создали 7 общественных советов при Министерстве внутренних дел и при управлениях внутренних дел на местах. Это город Душанбе, Худжанд, Харок, Курган-Тюбе, Куляб и Рашт. При МВД общественный совет 15 человек, а в остальных общественных советах 10 человек. Ну, еще есть резерв.
Ну, в общем, получается, вот здесь сейчас сегодня присутствует 76 человек. Даже сейчас предусмотрено, что республика должна выделять бюджет, который направлен на реформирование этого дела. Не только ОБСЕ, не только стран донора, само правительство тоже выделяет деньги для этого. И, естественно, после окончания реформы будут какие-то отдельные проекты, которые будут поддерживаться все равно и ОБСЕ, и с другими государствами.